Ацебун тесададуын фунзаза хасткана Болгарии баюканенел. Кодирестун афта Болгарии der ярasta جدی خرцت خسار امتسگاتل راست و نفکین را خواستود و یا خوسی. Болгарии сари бардинадал тоха хаяд истуй хусар ирестунай алцауга адай мектадер. Осетинский народ является не единственным, который был разделен волей исторических судеб. И в этом отношении очень полезен и интересен пример других народов, которые, несмотря на исторические катаклизмы, которые они пережили, все-таки нашли в себе силы объединиться. Я хочу рассказать о примере болгарского народа, который, как и Осетия, была в свое время разделена на северную и южную. Здесь необходимо напомнить, что после кровавого подавления восстания болгар в 1876 году российский император Александр II направил войска в помощь борющемуся болгарскому народу, и началась двухлетняя русско-турецкая война 1877-78 годов. Театры боевых действий в ходе этой войны имелись и на Балканах, и на Кавказе. Осетины сражались и на Кавказском участке, и особый героизм показали именно на Балканском участке, на болгарском направлении, как в составе регулярной царской армии, в рядах Владикавказского казаческого корпуса и других соединений, так и в рядах специально созданного для этого и регулярного формирования Осетинского добровольческого дивизиона. Значит, освободительным силам удалось вытеснить османские войска с большей части территории Болгарии, были освобождены значительные болгарские территории, и был подписан благоприятный для России и Болгарии Сан-Стефанский мирный договор, который закреплял обширные территории освобожденной Болгарии. Однако западные государства испугались возникновения сильного славянского государства на Балканах, и в том же 1878 году был спешно созван Берлинский конгресс, на котором, угрожая вооруженной агрессией, западные силы потребовали, значит, во-первых, отторжения от Болгарии ряда ранее освобожденных территорий, которые впоследствии вошли в состав Греции, Югославии, Румынии, Турции, а также раздела оставшейся части территории Болгарии на Северную Болгарию и Южную. Северная Болгария получила наименование Болгарского княжества, а Южная Болгария называлась Восточной Румелией. В Северной Болгарии правил князь Александр I, а в Южной Болгарии правил назначенный турками болгарин, православный болгарин по фамилии Крастевич. Первая попытка, конечно, Южная Болгария, которая называлась Восточной Румелией, находилась внутри таможенных и политических границ Османской империи. Две большие разделенные части болгарского государства не могли иметь между собой торгово-экономических связей, были разорваны многие родственные связи, и народ от этого жестоко страдал. Не говоря о том, что экономическая ситуация была крайне неважной. И болгарский народ начал бороться за свое национальное объединение. В 1880 году была предпринята первая попытка объединения. Однако болгарский князь Александр I отправил посольство в Европу, чтобы выяснить отношение европейских лидеров, в частности Англии, к объединению. Но они были против, и премьер-министр тоже был против объединения, боясь военной агрессии со стороны враждебных государств. Вторая попытка была предпринята в 1884 году в ходе борьбы за власть между болгарскими буржуазными партиями. В результате этой борьбы победила Народная партия, которая выдвигала идеи объединения. Однако после того, как они выиграли выборы, их руководитель отказался от идей. Крастевич, по фамилии Крастевич, когда он стал уже управителем Восточной Румелии, он отказался от идеи объединения, чтобы сохранить свою власть и свое комфортное положение. Однако
уже через год, в 1885 году, на европейской части Турции, где проживали болгары, были народные волнения, и Турция жестоко их подавила. Население и болгарского княжества, и Южной Румелии было возмущено этим. И тогда уже те люди, которые ставили целью объединения, они уже отказались от широкого народного движения и сделали ставку на войсковую операцию. А надо напомнить, что в Южной Румелии, хотя и формально находилась в пределах территориальных границ Османской Турции, она имела право держать вооруженные формирования из числа православных болгар. И совместными усилиями, значит, войсковых соединений, которые пришли из болгарского княжества и самих военных частей, располагавшихся в Южной Румелии, были заняты столица, скажем так, Восточной Румелии, город Пловдив и крупные города и села. Это сопровождалось и народными волнениями, демонстрациями протеста против разделения. И управитель Крастевич был арестован и свергнут. Надо отметить, что Крастевич не очень сопротивлялся своему аресту и свержению. Он заявил, что я болгарин, и даже если я теряю власть, то выигрывает болгарский народ. И таким образом 6 сентября 1885 года было провозглашено объединение Болгарии. В настоящее время между Южной Осетией и Болгарией нет никаких политических отношений. Единственным мостиком является общество юго-осетинско-болгарской дружбы, которое активно работает над возрождением былых добрых чувств дружбы, сотрудничества, духа товарищества, который между нашими народами был, начиная с 1878 года. И особенно развился в советский период, когда уже появилась возможность ездить и друг к другу в гости, и научным обменом заниматься. До этого такой возможности не было, потому что политические руководители Болгарии и России находились по разные линии политических вопросов. После революции в Советском Союзе был социализм, и это тоже, а в Болгарии была царская власть, это тоже служило фактором разделения. Но какие-то связи были уже и тогда. Вот сейчас, после признания Республики Южная Осетия, и даже до признания, появились уже хорошие возможности для продолжения тех отношений, которые были прерваны не по вине наших народов. В прошлом году, благодаря финансовой помощи нашего руководства, по указанию председателя нашего общества, крупнейшего осетинского ученого, к сожалению, ныне покойного Мурата Петровича Санакоева, доктора исторических наук, профессора, я поехал в Болгарию в августе и встретился с рядом крупных болгарских ученых, повез и фактический материал, и книги, особенно научные книги, изданные в Южной Осетии в последние 20 лет. Они были очень удивлены, потому что, конечно же, никто не ожидал, что даже в таких условиях в Южной Осетии ни разу не прерывался научный процесс. Особый восторг и высокое уважение болгарских ученых, и не только ученых, вызвало то, что, несмотря на 20 лет таких ужасов и кошмаров, и блокад, и обстрелов, и тех бед и страданий, которые мы пережили, мы сохранили Государственный университет, научно-исследовательский институт, сохранили бесплатную систему школьного образования, систему дошкольного образования, сохранили в общих чертах систему библиотек, сохранили в значительной степени систему здравоохранения. Все это было удивительно. И вот эти наши достижения, которые мы сами, к сожалению, мы к ним привыкли и не ценим их. А за пределами Южной Осетии у всех честных людей эти факты вызывают высокое уважение. Болгарские ученые твердо пообещали нам всецелое всемирное содействие в прорыве научной блокады со стороны европейских государств. И в этом году приглашают нас на крупную международную конференцию в университете города Руси, где примут участие
ученые как из самой Болгарии, так и из зарубежных стран. И из Европы, и из Америки, и из Австралии. И я надеюсь, что и на этот раз руководство республики окажет нам финансовое содействие для осуществления этой поездки, чтобы наши ученые регулярно, не разово, а регулярно, на постоянной основе, на равноправной основе принимали участие в международных научных мероприятиях.